котором существуют только государственные масс-медиа. Они заняты пропагандой режима диктатора Бердымухамедова, а также восхвалением его и его семьи. В стране нет ни одного зарубежного или независимого издания. Интернет строго контролируется спецслужбами, а у пользователей только ограниченный доступ к сайтам, которые прошли цензурный контроль. Граждан, которые передают информацию и освещают реальное положение дел в стране, преследуют спецслужбы. Например, в мае 2018 года министр здравоохранения лично уволил врача Тазигуль Реджепова за то, что она рассказывала о том, что происходит в Туркменистане. Ей выдали волчий билет, что означает, что на территории Туркменистана права работать у нее нет. Ей угрожали арестами, лишением родительских прав, что ее ребенка отдадут в детский дом, и Тазигуль была вынуждена покинуть страну. Продолжается преследование Галины Кучеренко, которая освещает проблемы истребления бездомных животных в Туркменистане и борется с этим. Также спецслужбы создают фейковые сайты и каналы на YouTube в противовес правозащитным каналам. Например, таким сайтом является Туркмен-Юрт. Он смоделирован в противовес под названием правозащитного канала Туркмен-Юрт ТВ. Данный канал не только публикует угрожающие физической расправой видеоролики, но также они недавно опубликовали материалы, взятые из архивов Министерства национальной безопасности, с признательными показаниями, полученными под пытками бывшего узника концлагеря Авадан-ДП Гильдеки Аризова. Это только доказывает то, что данный сайт был создан и разработан Комитетом национальной безопасности Туркменистана, поскольку материалы подобного уровня и подобной секретности можно получить только с личного разрешения диктатора Бердымухамедова. Несмотря на громкие заявления правительства и президента страны, в стране нет никаких ни частных медиа, ни независимых, и свобода слова в стране полностью отсутствует. В качестве рекомендаций мы бы хотели сказать, что необходимо прекратить преследование граждан, которые освещают ситуацию в Туркменистане, прекратить преследование Галины Кучеренко, которая занимается проблемой истребления животных, и прекратить клеветать и оскорблять правозащитников. Спасибо. А теперь слово имеет делегация Туркменистана, затем Таджикистан. Уважаемые участники совещания, по поводу озвученных представителями неправительственных организаций фактов хотел бы проинформировать следующее. Во-первых, факт увольнения работника Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Тазигуль Реджеповой не связан с дачей интервью и никакого отношения к журналистской деятельности не имеет. А Галина Кучеренко не является журналистом, а она занимается деятельностью по защите животных. Значит, в отношении было возбуждено административное производство в связи с тем, что группа соседей ее жаловалась на то, что она, держа у себя на квартире множество собак и кошек, создает невыносимые условия для проживания остальным соседям. В связи с этим в отношении нее было возбуждено административное производство, и она была привлечена к административной ответственности. Также было сказано, что о неком канале Туркмен-Юрт, который был размещен в YouTube. Наша страна, Туркменистан, не имеет никакой ответственности за те видеоролики и файлы, которые были размещены и размещаются в этом канале. Thank you, sir. Словом, значит, все, что было с Спасибо. представителями НПО в отношении свободы СМИ, Спасибо, сударь. никакого отношения о реальной ситуации в Туркменистане никакого отношения не имеет. Give the floor. Я должна предоставить слово следующему выступающему. Большое спасибо. Adan yolu, adan yolu, atlanalım.